Инфекции, погода и насекомые-вредители. Эти факторы нередко становятся причиной гибели посевов сельхозугодий. Самое эффективное решение – вовремя выявить источник заражения. Для начала нужно собрать образцы семян при помощи специального цилиндрического щупа. Отбирается щупом пробы с разных мест. А потом мы эти материалы везем сюда в лабораторию и там же делаем анализ. В основном выявляются грибные болезни на семенах. Вот, чтобы этого не было, чтобы материал, мы даем рекомендацию, какими препаратами пользоваться. Самое интересное начинается уже после забора образцов. Посадочный материал проходит через лабораторию, где его проверяют на болезни – мукор, головня, альтернариоз, гельминтоспориоз. Развившиеся колонии исследуют под микроскопом. Водички и 100 штук семян высыпаем туда. И в течение 5 минут мы вот так взбалтываем. Процесс взбалтывания идет. Это получается отмывку мы делаем семян. То, что наверху все споры находятся, они отмываются и выпадают в осадок. Вот этот осадок мы затем исследуем. Помимо отмывки в лаборатории семена еще высеивают для выявления плесени. Как говорят специалисты, фитоэкспертиза семян – важная методика, которая дает возможность контролировать состояние семенного фонда, а значит квалифицированно решать и вопросы его защиты. Тем более, что семена, которые не отвечают ГОСТу, высеивать запрещено. Смывом сделали, под микроскопом рассмотрели, теперь мы смотрим на плесень семян. Вот видите, серый пушочек и меленькие черные пятнышки. Это мукор называется, плесень грибов. И вот мы тут смотрим, сколько семян заражено. Вот сколько будет там, 5-10 семян, столько мы ставим в нашу рекомендательную таблицу. Неукоснительно следовать рекомендациям Россельхозцентра стараются и в ГУПе Нестеровское. Они первыми отправили семена на проверку. Болезни выявили, подобрали препараты. И протравливание семян, то есть лечение, начали. 70-80% по защите растений зависит от того, как ты правильно протравил семенной материал. А потом уже там по вегетации мы работаем, средствами защиты и так далее. Но основная борьба с этими патогенами, нужно оздоровить зерно, которое мы высеваем. Естественно, должны соответствовать всем посевным качествам согласно ГОСТа. В хозяйстве площадью 4328 пахотных гектаров выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнух и ячмень. Совсем скоро здесь начнут сеять озимые сорта. Мы планируем посеять 1200 гектаров озимых, из них в пределах 800 гектаров это пшеницы будет и 400 гектаров озимого ячменя. Это вот озимый сев у нас. Цыплят, как говорится, по осени считают, но если все будет правильно сложиться, если мы правильно все урожай должен быть. В этом году у нас отдельные участки давали 50 центнеров. Аграрии региона могут не переживать. Никакие грибки и бактерии не помешают будущему урожаю озимых, если вовремя провести апробацию. Пока через процесс фитологической экспертизы прошло только 6 сельхозпредприятий республики. Тамара Хшагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24.